3 дня соревнований позади. Участники уже показали свое мастерство, знания и навыки, полученные в стенах образовательных учреждений. И сегодня в актовом зале Северокавказского топливно-энергетического колледжа звучат имена лучших в своих компетенциях. Для Исмаила Бекова 9-й региональный чемпионат WorldSkills стал волнительным. Студент 2-го курса пожарно-спасательного колледжа еще задолго до соревнований улучшал свои навыки, тренировался долго и упорно. Как выяснилось, старания не прошли даром. Он завоевал 1-е место по компетенции спасательной работы. Как командир участвует даже. Как командир. Бодрял, маслер участвует, человек маслер качвахигадер. Садел иритумсан фахалдилер. WorldSkills Russia в республике проходил с 7 по 11 февраля. 190 участников соревновались по 20 компетенциям на базе 6 площадок. Турагентская деятельность, туризм, технология моды, медицинский и социальный уход, пожарная безопасность, спасательные работы, правоохранительная деятельность и так далее. Под пристальным вниманием независимых судей молодые люди из различных уголков республики проходили задания за короткий отрезок времени. Но все переживания, трудности и волнения были не зря, делится Лема Лолохоева. В компетенции медицинский и социальный уход она завоевала призовое 2-е место и бесценный опыт. Эксперты были строгие, все было... Волновалась? Вначале волновалась, потом уже нет, не волновалась, дальше не волновалась. На базе топливно-энергетического колледжа имени Цурова чемпионат рабочих профессий WorldSkills проходил исключительно по 7 компетенциям, начиная от войлочного искусства и заканчивая бухгалтерским учетом. За рекордные 5 месяцев ввели новое направление – пчеловодство. Компетенция более чем востребованная, учитывая, что в республике насчитывается более 30 тысяч пчелосемей. К слову, и здесь свой победитель. Я сам занимаюсь пчеловодством уже 3-й год. Умею работать с пчелами. И наш председатель пчеловодства Боку Молса предложил мне поучаствовать в WorldSkills по пчеловодству. Я согласился. Чемпионат WorldSkills в регионе прошел не без участия юноармейцев. А именно, отличились ребята из пожарно-спасательного колледжа, на базе которого и располагаются активисты военно-патриотического движения. Абубакар Ибрагимов в течение 3 дней разбирал смятое при ДТП авто, вызволял пассажиров, занимался транспортировкой пострадавших и оказывал первую помощь. По итогам соревнований набрал победное количество баллов. Было бы очень интересно, было тяжело соревноваться против других организаций. Нам удалось получить 1-е место, и мы очень благодарны за это. Выступлениями молодых спасателей остался доволен их преподаватель и мастер по спасательным работам по совместительству и эксперт чемпионата Асхаб Галаев. В WorldSkills Russia он сам принимал участие 2 раза в 2018 и 2019 годах. Не понаслышке знает, через что ребята прошли на пути к победе. У них есть цель занять 1-е место на регионале и выехать за пределы республики. Нацелены, да? Да, нацелены очень сильно. Победители регионального чемпионата представят Ингушетию на отборочных соревнованиях на право участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который запланирован в мае 2022 года в Республике Мордовия. У нас есть такие учащиеся, которые в состоянии провести любые работы по своей профессии. Разница между 1-м и 9-м чемпионатом огромная. Благодаря усилиям главы республики, правительства, Министерства образования, сегодня у нас в республике более 27 площадок по профессиям, которые в состоянии провести такой региональный чемпионат. Поздравил с результатом всех участников чемпионата заместитель председателя комитета по образованию Батыр Хамхоев. Он выступил с приветственным адресом от спикера парламента. К молодежи обратились и приглашенные на мероприятия старейшины, общественные деятели, сертифицированные эксперты и работодатели, призвав на достигнутом не останавливаться, улучшать свои навыки и готовить себя для будущих стартов. WorldSkills Russia в Республике Ингушетия на этом объявляется закрытым. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.